В окружной администрации города Якутска прошло совещание с участием энергетиков, представителей мэрии и садоводческих товариществ по обращению Якутского отделения Союза садоводов России. По нашему обращению, из-за того, что, в принципе, мы принимали определенные протокольные решения, что департамент ЖКХ очень плохо работает и не помогает населению. Ну, за счет этого мы провели это совещание, это пробное. Но на данный момент мы уже определились, что самые проблемные сота пригласим, это, наверное, 4 сота будет. И по ихнему примеру будем решать остальные вопросы, я считаю, что... Обсуждались новые регламенты энергоснабжающей организации Якутскэнерго. В частности, передача с 1 апреля статуса гарантирующего поставщика ПАО «Якутскэнергосбыт». Мы передали статус гарантирующего поставщика в ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт». Более мы не оказываем услуги для конечного потребителя, мы оказываем услуги только по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Якутскэнерго». У нас, скажем так, механизм принятия сетей СОТ на баланс несколько изменился. Сейчас необходимо со стороны председателя СОТ подать заявку на передачу сетей СОТ на баланс Якутскэнерго. Согласно этой заявке мы уже дальше начинаем отрабатывать в соответствии с регламентом, соответственно, заходим на обследование, смотрим, сколько земельных участков, сколько потребителей, смотрим, сколько потребителей из этого СОТ переведены на прямые договоры, то есть у кого заключен лицевой счет с ПАО ДЭК, кто является плательщиком СОТа. Передача сетей СОТ означает, что сети СОТ станут собственностью Якутскэнерго, и каждый потребитель СОТа должен иметь лицевой счет и оплачивать напрямую в Якутскэнерго. Вот для того, чтобы Якутскэнерго не несло впоследствии убытков, перед передачей сетей СОТ в собственность ПАО Якутскэнерго нужно каждому потребителю СОТа перейти на прямой договор. Это основное требование. В противном случае ПАО Якутскэнерго будет нести убытки. Вот на сегодняшний день, подскажите мне, пожалуйста, вопрос. Если лицевые счета, эта ситуация практически у всех, и переход будут писать практически все СОТы, да, постепенно, как это сложится, как это будет все происходить? Платно это будет, бесплатно это будет? А у нас лицевые счета открыты? Ну вот здесь я, к сожалению, не могу прокомментировать, потому что надо смотреть внутренние регламенты, насколько мы взимаем плату, либо не взимаем, если уже подключение совершено. Сразу оговорюсь, что подключение было совершено не нами и не к сетям Якутскэнерго, это подключение осуществлялось СОТ к сетям СОТ, то есть нашего техпресса по факту не было. Ну, лицевые счета, да. Это я понимаю, для Якутскэнерго это будет однозначно первоначальный техпресс. Выяснилось, что ранее открытые в Якутскэнергосбыте лицевые счета являются собственностью компаний-посредников, которые обслуживали энергосети садоводческих товариществ. Теперь, с решением ПАО «Якутскэнерго» прекратить с ними сотрудничество, эти компании больше не оказывают услуги, однако лицевые счета и задолженности садоводов за ними остались. В качестве примера приводится компания «Монтажэнергосбыт» под руководством Бадуева Андрея Юрьевича, из-за работы с которой растут долги садоводов. Мы открыли у себя в своей программе лицевые счета, да, для того, чтобы вести учет, делать начисления, и потребители оплачивали в наших кассах через наше приложение, да, для удобства клиентов, ваших. Да, это не наши клиенты. Сети СОТ, да, председатели ответственные и так далее. Вот, мы начисляем, мы перечисляем деньги тому, с кем заключен агентский договор. Дальше уже Бадуев должен направлять эти деньги по СОТам, да, кто оплатил сколько. Учет ведется, мы ему отправляем все отчетности ежемесячно. У него надо затребовать эти отчеты, сколько конкретно по вашему СОТ прошло платежей через наши кассы. И далее уже вы должны понимать, что эта сумма, он должен ее перевести на счет ПАО ДЭК, в счет погашения договора вашего. Вот сейчас Якутскэнерго, да, они производят подключение. Это называется абонентская точка подключения, где уже непосредственно сам тот абонент, которого подключили, платит на Якутскэнерго. Мы же с вами, председатели, платим, мы тоже абонентская точка подключения. Мы платим за те киловатты, которые намотала наша подстанция. И вот тут получается жесткий такой момент. Да, если мы не платим, то нас могут официально отключить. Приходит уведомление там, в каких-то определенных форматах. И после этого, если мы не платим,
то нас отключают. По задолженности перед ресурсниками по СНТ хочу сказать, что на текущую дату перед ПАО ДЭК задолженность всех СНТ составляет в размере 5 миллионов 600 тысяч рублей. Да, среди них я не буду называть СНТ, по которым имеется там задолженность с апреля 2025 года по буквально марта 2026 года. При этом задолженность есть перед ПАО «Якутскэнерго». За прошлый год, с января по март, там осталась задолженность в районе 2 миллионов рублей. Эта задолженность осталась, она не погашенная. Все мероприятия по взысканию, да, по заключенным договорам энергоснабжения мы проводим по взысканию. Да, действительно, мы заключили договор энергоснабжения с СОТами, с юридическими лицами действующими, и, соответственно, будем взыскивать в судебном порядке. На встрече прозвучала проблема. Энергетики не отказывают частным садоводам в подключении к сетям, в результате чего к участку подключается новый абонент Якутскэнерго. Садоводы, пользуясь этим, перестают платить взносы своему товариществу. Ранее накопленные долги таких садоводов остаются неоплаченными и ложатся на садоводческие товарищества с начислением пени. То есть мы, как сетевая организация Якутскэнерго, действуем исключительно по заявке гарантирующего поставщика. Это первое. Второе. Если из-под какого-то СОТа подключен потребитель, из-под одной подстанции подключен потребитель прямой, то есть имеет прямой договор с ПАО ДЭК Якутскэнергосбыт, то техническая возможность отключить весь СОТ, она отсутствует. Депутат Якутской городской думы Александр Северьянов полагает, что ясность в сложившейся ситуации должны внести надзорные ведомства Якутии. У нас есть, получается, ПАО ДЭК, Якутэнерго, ООО и СНТ. То есть никто не может пояснить, почему тогда ООО собирает деньги. Лицевая счета собирает деньги и отношение, какое отношение? Почему деньги собирает одно предприятие, ООО, а отвечает СНТ за долги? Почему, непонятно. И никто не знает конкретно, какая сумма была собрана, какая сумма была оплачена, информация закрытая. То есть Якутэнерго и ПАО ДЭК не идет, как полномочный следствие, не говорят людям, сколько, что, кто должен. Просто если мы сейчас переходим на прямые договора, перейдут, будут ли брать с этих условий, с них деньги, тоже никто не объяснил. Будут брать, не будут брать подключение. Счетчики учета людей будут блокироваться, или новые будут не покупать, ставить. Потом вынос на столб, оно будет со временем вноситься. Сколько это будет стоить для людей? Уже 42 тысячи, да, садоводов у нас. Но это очень большое. Это люди, большие ветераты, и они все, получается, у нас, знаете, как заложники, что ли, ситуации это стали сейчас. На совещании мэрия Якутска объявила о проведении торгов по субсидиям для садоводческих товариществ на благоустройство. С 18 мая по 8 июня 20 календарных дней есть возможность подать заявку повторно на благоустройство. Для вопросов, если будут вопросы, есть контактный номер телефона, вот он, запишите, пожалуйста, 40 23 21. Можно позвонить, уточниться, подойти, свериться, показать документы специалистам на предмет соответствия либо несоответствия. Садоводы ожидают дальнейших встреч с энергетиками для решения накопившихся проблем.